Что обеспечивает человеку социальную гарантию? От чего зависит наше благополучие и что нас всех объединяет? Когда мы платим налоги, мы думаем о будущем. Мы инвестируем в национальную безопасность, строительство дорог и образование. Многие люди задаются вопросом, зачем, собственно, платить налоги, что это дает, насколько реально общее благо, которое реализуется на средства налогоплательщиков. – 14 апреля 1994 года началась история, которая продолжает свое повествование вот уже 30 лет. За время своего существования наше ведомство прошло путь становления, развития и модернизации. И в этом большая заслуга всех тех, кто добросовестно исполняет долг перед государством. Во времена информационных технологий мы делаем современные шаги и стараемся соответствовать новейшему времени. Улучшение методов и качества налогового администрирования вызывает пополнение доходной части бюджета и положительно влияет на развитие республики в целом. Коллектив налоговых органов – это квалифицированные кадры, сплав молодости и бесценного опыта. Учитывая знания наших предшественников и накопив собственный опыт, мы постарались, чтобы стало лучше в будущем. 30 лет назад Верховным Советом Республики Абхазия была определена цель, которая стала отправной точкой всех достижений. Давайте вспомним, каков был этот путь длиною в 30 лет. Каждая страна выстраивает свою систему налогообложения в зависимости от исторических, политических и социальных особенностей развития. Она является основой выполнения государством своих функций. Абхазская налоговая система начала формироваться в послевоенный период. Становление налоговой системы – это была задача очень серьезная. Конечно, я волновался, переживал, смогу ли, получится ли, но тем не менее такой факт имел место. После издания постановления, конечно, мы приступили к созданию фактически из ничего налоговых органов. Но вместе с тем надо вспомнить, какова была социально-экономическая ситуация в стране и морально-психологический климат в стране. Это были послевоенные месяцы, дни. Фактически страна была в экономической и политической изоляции, блокада была. Заработную плату невозможно было выплачивать работникам бюджетной сферы. Вообще бюджетная система только-только формировалась, и доходная часть, и расходная часть, естественно, и таких возможностей у государства не было. В тот непростой период времени сотрудники службы налоговой инспекции сталкивались с рядом проблем. Это отсутствие необходимых условий для работы, дефицит квалифицированных кадров. А налоговые показатели были незначительны. Но с развитием экономики страны, туризма и деловой активности поступление налоговых платежей в бюджет стало возрастать. Ни одно государство сегодня в мире не существует без налогов. Налоги – это основная часть доходов, которые сегодня приходят в бюджет государства. В то время налоговое законодательство в Абхазии, оно очень приемлемо и очень благоприятное для наших бизнесменов, производителей, предпринимателей. Это очень важно было, потому что мы в те годы становились только на ноги. Это были санкционные меры в отношении Абхазии, границы были закрыты, практически мы жили в изоляции. Шло послевоенное становление Абхазии. В сложных экономических условиях было необходимо повысить статус налоговых органов. В декабре 2002 года службу преобразовывают в министерство.
Государственная налоговая служба в конце 2002 года была преобразована в Министерство по налогам и сборам. Ну, предпосылок для этого было достаточно много, я бы так сказал. Главное, нужно было в те сложные экономические условия, когда шло только послевоенное становление Абхазии, дать налоговому органу более высокий статус для того, чтобы более ответственные задачи и более серьезные задачи ведомство могло выполнять. Во всех районах создавались налоговые инспекции, однако взаимоотношения налогового сотрудника и налогоплательщика складывались негладко. Но со временем люди начали понимать важность этой взаимосвязи. По итогам 2004 года у нас от налогов бюджет пополнялся в общей сложности 420 миллионов рублей по итогам 2004 года. Но в итоге экономика начала развиваться резко, и в этот период у нас какой-то экономический скачок был с 5 по 10 по 11 год. Мы в 7 раз, в принципе, увеличили бюджет страны. Это в целом экономика работала, в целом налоговая служба. Мы тесно сотрудничали не только с крупными налогоплательщиками, мы сотрудничали со всеми. Я считал, что самое важное для налоговой службы и предпринимателя, мы должны были быть партнерами, потому что когда бизнес отчисляет свои средства государству, те средства, те платежи, которые она обязана делать, это должно быть очень ответственно, правильно. Финансовые возможности государства, инвестиционный потенциал, емкость потребительского рынка и рост экономики в целом зависят от правильного построения налоговой системы. Налоговая служба всегда являлась надежной опорой государства и гарантом экономической безопасности страны. За последние годы в налоговой службе Абхазии произошло много изменений, обеспечивающих ее полноценное становление и функционирование. Поиск оптимальной системы налогообложения является одним из важнейших направлений деятельности государственных органов власти. Финансово-бюджетные отношения и проблемы налогообложения в соответствии со сложившимися в мировой практике тенденциями развития налоговых систем становятся чрезвычайно актуальными. Фундамент любой системы – нормативная база, контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налоговых и других обязательных платежей, установленных законодательством республики, основная задача ведомства. Однако по мере проведения рыночных преобразований появляется необходимость в трансформации налоговой системы. В этом процессе необходим учет специфики развития национальной экономики страны и складывающихся новых взаимоотношений в мировой экономике. Такая форма организации общества, как государство, предусматривает под собой обязательное наличие казны, такого признака, как казна, и иного лучшего способа пополнения казны всем обществам совместно, да, пока еще не придумано, кроме как системы налогообложения. Это должно быть, на мой взгляд, основным источником пополнения казны суверенного независимого государства. Мы имеем все основания для того, чтобы предполагать, что в скором будущем мы увидим результат работы государственных органов, я надеюсь, прежде всего налоговых органов, в части реформирования налоговой системы и в части реформирования налогового законодательства, в том числе и налогового кодекса. И у меня есть все основания предполагать, что налоговые органы обладают достаточным потенциалом для реализации этих вопросов. Дорабатывается и совершенствуется налоговое администрирование. Следуя актуальным тенденциям развития, ведомство перешло на электронный сервис предоставления услуг. Грамотное выстраивание взаимоотношений налогоплательщика и налогового органа формирует информационную прозрачность. Это делает уплату более удобной и доступной. Просмотр карточки лицевого счета, сдача налоговых деклараций, получение выписки из реестра налогоплательщиков и справки об отсутствии задолженности. Все это доступно в личном кабинете налогоплательщика. Современные технологии необходимы для того, чтобы в первую очередь обеспечить удобство взаимодействия гражданина, то есть налогоплательщика, с налоговыми органами. Это усиливает контроль, делает более эффективным взаимодействие с налогоплательщиком. Так называемый человеческий фактор, который присутствует в любом случае, он минимизируется.
Эти процессы позволяют скорее, быстрее обрабатывать большие объемы информации, производить соответствующие расчеты. На основе гармонизации законодательств двух стран формируется общее социально-экономическое пространство между Абхазией и Россией. В рамках сотрудничества в 2021 году состоялся визит делегации Федеральной налоговой службы России в Абхазию. На встрече обсудили анализ налоговой системы, разработки рекомендаций и непосредственно внедрения. Оказание технической помощи и опыт российских коллег чрезвычайно важен для налоговых органов республики. Еще ни одно государство в мире не смогло обойтись без налогов, которые необходимы для выполнения определенных функций, и бюджеты многих стран в большей своей части формируются за счет поступлений, полученных от их взимания. Абхазия не исключение. За счет расширения налогооблагаемой базы и увеличения объемов налоговых платежей предпринимателей растут собственные доходы государственного бюджета. Только за 2023 год в общий государственный бюджет республики поступления от налоговых органов составили 53% от общей суммы. Это структура собственных средств без финансовой помощи. Поступления от налоговых органов за этот период больше 5 миллиардов, также без учета финансирования Российской Федерации. Цифры говорят сами за себя. Увеличивается собственный бюджет, растет экономика. Структуру аппарата Министерства по налогам и сборам составляют 8 территориальных инспекций. В системе налоговых органов трудились и трудятся квалифицированные специалисты. Им на смену приходят новые молодые кадры. К текущему времени в системе Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия осуществляют трудовую деятельность более 200 сотрудников. Три сотрудника являются участниками Отечественной войны народа Абхазии. 9 из них удостоены государственных наград. Коллектив Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия помнит и чтит память тех, кто при жизни с особой самоотдачей и высоким профессионализмом вносил большой вклад в развитие и становление ведомства. Их след в истории вечен.
Это был действительно нелегкий путь, пройдя который мы встали на заметно новый уровень. Юбилей своей трудовой деятельности сегодня отмечают те, кто с момента основания и по сей день 30 лет находится на страже интересов службы. Сегодня Министерство по налогам и сборам – это целая структура, в которой с гордым званием инспекторы налоговой службы трудятся на благо Родине, более 200 квалифицированных сотрудников, не теряя энтузиазма и сосредоточенности. Это грамотное сочетание опыта и нового видения. Ведь на столь нелегком поприще трудится как юное, так и уважаемое опытное поколение. Огромную личную благодарность выражаю руководству нашей страны. Именно благодаря вашей поддержке мы мотивированы в росте и успешной реализации поставленных задач. Спасибо тем, кто при жизни внес особый вклад, несомненно ставший подспорьем будущего. Мы ценим и помним. Я искренне поздравляю вас, дорогие сотрудники налоговых органов, всех времен с особенной для нас датой Днем работника налоговых органов в Республике Абхазия. Ведь налоги – это не просто обязанность, а ключ к возможностям. Следуя общим целям, мы сделаем свою страну лучше. Как мы заплатили налоги, так мы и живем, так будем жить, так будем развиваться. Если сегодня налоги поступают в бюджет, безусловно, эти налоги завтра пойдут на развитие государства. Прежде всего, это образование, здравоохранение, оборона, все социальные программы, которые сегодня есть у государства. И поэтому налоги – это одна из важнейших частей деятельности государства. Как сказал один из английских экономистов, наилучший налог – это наименьший налог. Налоги никто не платит с удовольствием, это все должны прекрасно понимать. Но это та необходимость, без которой государство существовать не может. А как нам развиваться, как нам укреплять свою безопасность, если казна будет пустая? Казну надо пополнять, и чем больше, чем правильнее, чем ответственнее мы к этому будем относиться, тем будет крепнуть наше государство. На память часто всегда приходит знаменитая, давно произнесенная фраза Бенджамина Франклина: «В мире неизбежны две вещи – смерть и налоги». На ум приходит цитата известного американского правоведа Оливера Холмса. «Налоги – это цена, уплачиваемая за возможность жить в цивилизованном обществе».